понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский, и на частоте 549 кГц вы слушаете радио Крым Реалии. Можете это делать непосредственно в Крыму. Звоните нам также по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звонки бесплатные для крымчан. Наша программа выходит в эфир ежедневно в 8:35 и 18:30. Каждый день вы можете нас слушать как на средних волнах на частоте 549 кГц, так и на нашем сайте Крым Реалии. Также на нашем сайте Крым Реалии вы можете смотреть видеотрансляции из нашей студии. Но о чем мы будем говорить сегодня? Это, наверное, действительно тема не только дня, но и тема, а может быть даже и не только месяца. О запрете Меджлиса. Тема дня. Итак, сегодня днем подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма удовлетворил иск Российской прокуратуры полуострова о признании Меджлиса экстремистской организацией, его запрете. Сегодня в студии будем обсуждать правомерность такого решения и возможную реакцию украинской власти, а также международного сообщества. Но для начала я предлагаю нашим радиослушателям узнать предысторию всего этого судебного разбирательства, о том, как развивались события вокруг Меджлиса крымско-татарского народа в последние несколько месяцев. Репортаж. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма признал Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность как на полуострове, так и в России. Такое решение вынесла российский судья Наталья Терентьева, добавив, что решение так называемого Крымского суда может быть обжаловано в течение месяца. Иск прокурора Республики Крым к неопределенному кругу лиц удовлетворить, признать объединение, именуемое Меджлис крымских татар, экстремистской организацией и запретить его деятельность. Во время аннексии Крыма Меджлис оставался одной из тех проукраинских организаций, которые выступали в защиту территориальной целостности Украины. 3 марта в Крыму началась серия судебных заседаний по запрету Меджлиса на полуострове. Процесс инициировала назначенная российскими властями крымский прокурор Наталья Поклонская. Этого ей показалось мало, и 13 апреля Поклонская вынесла решение о приостановке деятельности Меджлиса крымских татар. Объяснила она это жалобами крымчан на деятельность организации. В свою очередь, 18 апреля Минюст России внес Меджлис крымско-татарского народа в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых в этой стране остановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Этот шаг осудила Украина, ряд международных организаций и правозащитников. Против запрета выступили западные лидеры, назвав это решение российской власти Крыма грубейшим нарушением норм международного права и прав человека. Крымской правозащитной группе запрет Меджлиса назвали результатом системных репрессий против крымско-татарского народа. Репортаж. Итак, есть де-факто решение российского суда на территории оккупированной, на украинской оккупированной территории в Крыму о запрете Меджлиса крымско-татарского народа. Насколько правомочным, насколько действительным, действующим такое решение, можно ли запретить Меджлис крымско-татарского народа решением российского суда, тем более в Крыму, мы будем говорить с Александром Матвейчук, председателем правления Центра гражданских свобод. Добрый вечер, Александра. Добрый вечер. Александра, ну давайте так, вот самое и первое, самое главное, вообще российский суд, он имел право запрещать или не запрещать деятельность Меджлиса? Ну, если мы говорим про российский суд, который осуществляет правосудие, да, на территории оккупированной части Украины, то согласно международному гуманитарному праву существует целый ряд ограничений, за которые он не должен был выходить. И тут в первую очередь нужно было руководствоваться нормами международного гуманитарного права, а не российского законодательства, да, которое, как известно, очень репрессивно. Но по факту они руководствуются нормами своего права. Кстати, вот в самом решении, да, вот я читаю,
это решение, выдержку из него, иск прокурора Республики Крым к неопределенному кругу лиц удовлетворить, признать объединение, именуемое Меджлис крымских татар, экстремистской организацией и запретить его деятельность. Вот в российских условиях, а де-факто Крым контролируется Российской Федерацией, что это означает для членов Меджлиса, даже не столько для самой организации, а сколько для членов Меджлиса, на ваш взгляд? Ну, к сожалению, мы можем смотреть в будущее и прогнозировать целый ряд негативных результатов, потому что, согласно антиэкстремистскому законодательству, это решение будет иметь продолжение. Во-первых, возможно, будет запрещена символика крымско-татарского народа, крымско-татарский флаг танга, потому что это является также символикой Меджлиса. Второе. Возможно, и скорее всего, даже упоминание слова «меджлис» в прессе будет под угрозой уголовного преследования. Если оно будет делаться там без упоминания о том, что российский суд признал его там экстремистской организацией. Да, но, естественно, это будет формировать особую коннотацию. Да, экстремистская организация, Меджлис, запрещенная в России, вот так теперь должны будут писать газеты, журналы. В Российской Федерации имеется в виду. В Российской Федерации. Ну и на территории оккупированного Крыма, где де-факто российское законодательство действует. Но самое, наверное, такое вот главное, почему мы говорим про то, что мы стоим на пороге нового этапа развития ситуации на территории полуострова, это такой дамоклов меч, который сейчас будет висеть над каждым человеком, не обязательно даже крымским татарином. Что я имею в виду? Теперь обкатанный на Кавказе инструмент, такой конвейер репрессий можно будет запросто использовать в Крыму. Любого человека можно обвинить в том, что он сотрудничает с экстремистской организацией Меджлис. Для этого абсолютно не нужно никаких доказательств. Вот сам факт сотрудничества, то есть не совершение человеком каких-то действий противозаконных, либо каких-то преступлений, это само по себе преступление. То есть просто вот если человек разговаривал с кем-то из членов Меджлиса, да, это может теоретически уже трактоваться как тоже участие в работе экстремистской организации. Я скажу больше, даже если он не разговаривал ни с кем. Вот давайте посмотрим на дело Александра Костенко, которое проходило в Крыму. Ведь единственным фактом доказательства обвинения являются слова анонимного свидетеля Степы. Вот этот анонимный свидетель как бы видел, как Александр Костенко бросал камень в представителя крымского Беркута. То есть любого человека, вот при появлении в судебном заседании таких анонимных свидетелей, можно абсолютно серьезно на длительный срок упрятать за решетку. Ясно. У нас сейчас на прямой телефонной связи из Крыма Нариман Джилял, первый заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. Здравствуйте, Нариман. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Нариман, вот давайте так, просто по вашим ощущениям. У вас были ощущения, что это судебное заседание сегодня, оно может окончиться по-другому? Вы знаете, нет. Я уже давно не питаю иллюзий в отношении того, что происходит в Крыму, и каждый день подкидывает нам новые и новые факты, подтверждающие того, что с правами человека и со многими свободами очень здесь все плохо и хуже, и поэтому есть простые люди, которые пришли нас сегодня поддержать, и которые, возможно, испытывали какую-то некую надежду, но у тех, кто непосредственно находился в процессе, таких иллюзий не было. А мог просто человек с улицы, просто гражданин, который живет в Крыму, зайти на это судебное заседание для того, чтобы видеть, что там происходит? Вы знаете, в отличие от судебных процессов по 26 февраля, наш судебный процесс был достаточно демократичным, скажем так. И очень много наших соотечественников, простых людей, членов Меджлиса, имели возможность находиться в зале судебных заседаний. И сегодня зал был полностью заполнен, были журналисты, были представители общества, которые беспрепятственно фактически смогли находиться в зале. Нариман, у меня есть такая информация, что сегодня также были приобщены к этому делу, так называемому, о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Это интервью Мустафы Джемилева и Ленура Ислямова, интервью в СМИ.
Почему их приобщили? Ведь, ну, насколько мне известно, сейчас ни Мустафа Джемилев, ни Ленур Ислямов не являются членами Меджлиса. Александр, вы знаете, эти материалы в большом количестве были приобщены ранее, не сегодня. Сегодня уже ни о каких документах речи не шла. Большинство из них были приобщены в то заседание 15-го, если я не ошибаюсь, апреля, когда я фактически отсутствовал на территории Крыма. А вчера мы исследовали эти материалы. Там многочисленные интервью, комментарии и видео выступлений и Чубарова, и Джемилева, и Ленура Ислямова. И нам пришлось очень нудно и долго доказывать, почему они не могут рассматриваться в качестве доказательств, так как эти люди не являются членами Меджлиса. Хотя мы много раз повторяли, что Мустафа Джемилев – это очень уважаемый человек и признанный лидер крымско-татарского народа. А Ленур Ислямов – это ныне гражданский активист на Украине, который, в собственный способ считает, он и его единомышленники борются за возвращение Крыма. Но наши оппоненты этого не понимают, не хотят понимать. И в целом, судя по их высказываниям, к членам Меджлиса они относят различных людей, они их называют представители Меджлиса, сторонники Меджлиса. То есть они попытались как можно шире размыть само понятие и границы Меджлиса, хотя по нашим документам это всего лишь 33 избранных Курултаем представителей. Нариман, скажите, означает ли вот признание Меджлиса сегодняшним этим судом в Крыму экстремистской организации, что также такой же я не знаю, ярлык экстремиста получат и все региональные меджлисы? Или речь идет только о меджлисе крымско-татарского народа? Вы знаете, к сожалению, ответить однозначно на этот вопрос на сегодняшний момент я не могу, потому что мы не видели еще мотивировочной части решения суда. Как нам сообщили, оно будет готово 29 апреля, а по факту мы сможем его получить, как пообещали, не позднее 4 мая. Я хочу лишь отметить, что мы как раз-таки настаивали на том, чтобы в понятие Меджлис крымско-татарского народа входили исключительно, как это и должно быть, 33 человека. В то время как наши оппоненты, административный истец, настаивал на том, что под Меджлисом крымско-татарского народа нужно понимать членов всех органов национального самоуправления, то есть Курултая, Центральной избирательной комиссии, всех меджлисов, региональных и местных, а вы, я думаю, слышали, что это более 2000 человек на сегодняшний день. Да, есть такая информация. Нариман, да. Что вы говорите фактически? Фактически, как я уже говорил ранее, границы старались размыть до такой степени, что завтра, используя сегодняшнее решение, можно было бы начать уголовное преследование в отношении любого человека, который каким-либо образом высказывает поддержку Меджлису и его деятельности. Нариман, скажите, пожалуйста, каким образом вы дальше думаете продолжать или не продолжать этот судебный процесс? Будет ли подана апелляция в другие инстанции российских судов? Вы знаете, сегодня был замечательный брифинг председателя Меджлиса крымско-татарского народа в главкоме, где он постарался максимально, естественно, проконсультировавшись с нами, пояснить всю ситуацию и спрогнозировать дальнейшую деятельность. Вы понимаете, что формально на территории Крыма и на территории Российской Федерации официальная деятельность Меджлиса без уголовных преследований невозможна. Но при этом Рифат Чубаров заявил, и он это сделал как бы по нашей просьбе, находясь здесь, в нынешних условиях в Крыму, мы хотим использовать все возможные и доступные нам правовые средства для отстаивания нами наших прав на деятельность Меджлиса в данном случае, с целью, чтобы, естественно, мы так прогнозируем, получив полные отказы, обратиться в Европейский суд по правам человека и уже там отстаивать наше право на существование. Спасибо. Нариман Джелялов, первый заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи с нашей студией из Крыма.
Сегодня вот как раз на этом брифинге глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров зачитал это распоряжение председателя Меджлиса, и тут есть решение ввести, пункт 1, ввести с 26 апреля 2016 года чрезвычайный режим деятельности делегатов Курултая крымско-татарского народа, Меджлиса крымско-татарского народа и его членов, иных органов, избираемых Курултаем крымско-татарского народа, региональных и местных меджлисов. Деятельность Меджлиса крымско-татарского народа и его членов, иных органов, избираемых Курултаем крымско-татарского народа с момента введения чрезвычайного режима и до принятия Меджлисом крымско-татарского народа иного решения организуется председателем Меджлиса крымско-татарского народа. Местонахождением центрального офиса Меджлиса крымско-татарского народа определяется город Киев. Значит, ну и координация деятельности Меджлиса крымско-татарского народа в период действия чрезвычайного режима возлагается на особое совещание Меджлиса в составе председателя Меджлиса, лидера крымско-татарского народа Мустафы Ага Джемилева и членов Меджлиса крымско-татарского народа, постоянно пребывающих на территории материковой Украины. Это, напомню, распоряжение председателя Меджлиса крымско-татарского народа. У нас в студии Александр Матвейчук, председатель правления Центра гражданских свобод. Александр, смотрите, вот Нариман сказал о том, что они пойдут по всему, попытаются пройти весь этот путь. Они не особо надеются на то, что у них получится, да, что будет где-то их там отменят это решение, но тем не менее. Как вы думаете, насколько действительно стоит вообще проходить этот путь? Ну, это вопрос, конечно, к людям, которые работают с Европейским судом, и у нас есть специалисты в Украине достаточно много, но, по моему мнению, прогнозируя результаты апелляции, кассации можно уже сразу. Естественно, российские судебные инстанции, они поддержат решение, и скорее всего, если не произойдет чего-то чрезвычайного, я имею в виду международного давления на Российскую Федерацию, они его не отменят. И поэтому, возможно, стоит рассмотреть... То есть даже вы имеете в виду, даже если будет принято решение Европейского суда, вряд ли они отменят? Нет, Нет? Я как раз к этому сейчас дойду. Я имела в виду, что подавать в Европейский суд я бы рассмотрела возможность прямо сейчас, потому что критерием преемственности Европейский суд подачи жалобы является исчерпание всех эффективных способов правовой защиты. Ну, мы говорим про авторитарную страну, да, где эффективных способов правовой защиты в политических делах, а это дело с политической составляющей, здесь есть явный умысел, это репрессивное действие против крымско-татарского народа, ну, не представляется возможным. Поэтому, опять же, я не специалист, но я бы такое возможность не ждать прохождения апелляции и кассации также проговорила. Но есть проблема. Есть первый прецедент, когда Российская Федерация уже отказалась исполнять решение Европейского суда. Я напомню, что несколько месяцами ранее был принят закон, который... В Российской Федерации, который, ну вот я условно скажу, легитимизировал, потому что это явно не правовой закон, но в глазах российского населения возможность не исполнять те решения Европейского суда, которые Конституционный суд, там выписана процедура, решит, что они противоречат Конституции, ну и, собственно, как любят говорить в России, национальным интересам и внутренним делам этого государства. Я, кстати, предлагаю, у меня есть цитата небольшая, есть заявление господина Аксенова, который сегодня поприветствовал решение вот этого самого Крымского суда о запрете деятельности Меджлиса. Дословно: приветствую решение Верховного суда Республики Крым о признании Меджлиса экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории России. Эта организация является площадкой для распространения экстремистских идей и ведения подрывной работы против России и Крыма. Зарубежные хозяева Меджлиса пытались использовать эту структуру для разжигания ненависти и дестабилизации обстановки на полуострове. Судебный запрет положил этим попыткам конец. То есть де-факто, как бы вот, ну, мы... А перед этим было 13 апреля так называемый вот российский прокурор Крыма Наталья Поклонская, она уже приостановила деятельность Меджлиса на полуострове. И, ну,
то есть все, и тут решение суда есть, да, то есть оно как бы нет рассмотрения даже по сути, да, вот дела. Не, приобщаются к этому делу, к судебному процессу, выступления людей, которые не являются членами Меджлиса, на их основании тоже это все делается. Ну, удивляться не приходится, потому что мы говорим про симулякры. В авторитарном государстве не существует справедливого правосудия. То есть здание, на нем написано «суд». Есть человек, который называет себя судьей. Но мы должны понимать, что это все симулякры, это картинка. Суть этой картинки в том, что есть вынесенное наверху решение, и сейчас вот они должны какими-то ритуалами, раньше танцевали с бубном, а сейчас, зачитывая приговоры, это решение осветить. То есть, ну, можно предположить, что такое решение уже было написано заранее, если так все быстро происходит. Абсолютно. И для меня была яркий показатель быстрота внесения Меджлиса в реестр экстремистских организаций, потому что была такая маленькая, но надежда, что все же вот решение самопровозглашенного прокурора Поклонска — это все же эксцесс исполнителя. То есть она должна была бы дождаться решения суда. Но то, как она вот смело это сделала, абсолютно в противовес резолюциям Европейского парламента, обращениям европарламентариев, вот демонстрирует, что она чувствует уверенность, что это решение Российской Федерации, то есть как санкционировано руководство. откуда-то свыше. Значит, есть уже на сайте Совета Европы заявление комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Мужниекса. Он говорит о том, что я очень обеспокоен сегодняшним решением суда запретить Меджлис в Крыму, объявив его экстремистской организацией. Отождествление его с экстремистской организацией открывает путь к стигматизации и дискриминации значительной части крымско-татарской общины. И я настойчиво призываю к отмене этого запрета в интересах защиты прав человека и социальной сплоченности на полуострове, заявил комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Мужниекс. А у нас на телефонной связи Дмитрий Кулеба, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины. Дмитрий, здравствуйте. Доброго дня. Дмитрий, какая реакция Украины на сегодняшнее решение вот этого так называемого суда в Криму? Ну, я б приставку «так званий» додав не лише перед судом, але і перед рішенням. Це так зване рішення так званого суду. Реакція, вона категорична, ми не приймаємо, не визнаємо це рішення. І я думаю, що жодна держава, в якій слова право і закон мають хоч якесь значення, вони не визнають цього рішення. Ми над цим будемо працювати, і ми почали привертати увагу світового співтовариства до проблеми заборони Меджлісу одразу після протиправного рішення так званого прокурору Крима про віднесення Меджлісу до списку екстремістських організацій. І дива не сталося, на жаль, як і очікувалося, суд так званий підтвердив її рішення. Тому тема Меджлісу буде і надалі лунати на повний голос, тому що це порушення є не просто якимось епізодом. Це частина системних дій окупаційної російської влади із закриття Криму, встановлення там, можна сказати, таких гулагівських порядків. Дмитрий, скажите, а вот дело самого Меджлиса теперь, оно будет приобщено к судебным искам Украины в отношении Российской Федерации в Европейский суд по правам человека? Если у вас есть такая информация? Ну, Європейський суд з прав людини за ті справи, які міждержавні, які там розглядаються, це питання компетенції Міністерства юстиції України. Тому я думаю, що від них потрібно у них запитати на це. Я можу гарантувати, що на політичному рівні і в Європейському Союзі, і в Раді Європи, і в Організації Об'єднаних Націй, на всіх міжнародних майданчиках, в двосторонніх наших консультаціях тема Меджлісу буде однією з ключових. Тому що, ще раз повторюся, йдеться не просто про заборону організації, а йдеться про заборону інституції, суспільної інституції, яка є представником кримських татар. Спасибо. Дмитрий Кулеба, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины на прямой телефонной связи, а в нашей студии Александр Матвейчук. Ну, у нас 20 секунд. Александр, на ваш взгляд, вот какие могут быть действенные сейчас, ну, не знаю, инструменты давления на Российскую Федерацию? Вы знаете, громкие заявления и очень правильные заявления мы уже проходили. В марте Фредерика Могерини, когда приостановили деятельность Меджлиса, она выступила и сказала, что это должно быть решение немедленно аннулировано.
И я позволю себе предположить, что если, не дай бог, в один день арестуют 1000 людей в Крыму, реакция вот на уровне заявления, она будет такая же. Россия четко показала, что она не понимает цену заявлениям и нужны действия, и это экономические санкции, которые имеют влияние на Россию. Спасибо. Александр Матвейчук, председатель правления Центра гражданских свобод, была гостьей нашей студии. Сегодня вот такой день, 26 апреля. Наверняка он войдет в страницу истории Российской Федерации. Страницу, не самую, знаете, такую яркую страницу, скорее даже позорную страницу. Запрет Меджлиса крымско-татарского народа. Слушайте нас завтра в это же время на частоте 549 кГц.